где я рассказывал о том, вот эти 10 шагов, как стать миллионером территории СНГ. Вообще, когда я рассказываю о том, что можно стать миллионером, большинство людей думают, что как будто особенные люди могут стать миллионером, якобы какие-то одаренные люди могут стать миллионером. Но оказывается, нет. Я пришел к выводу, что если вы сможете понять алгоритм, как это делать, если вы сможете понять алгоритм, который поможет вам, алгоритм, который поможет вам, как построить дома, например, или как, например, обычный математический алгоритм, который решение задачи мы делаем с вами, да? Вот то же самое. Если вы этот алгоритм усваиваете, вы однозначно можете стать успешными. Возможно, не обязательно быть миллионером или миллиардером в жизни, но обязательно быть финансово свободными. Обязательно, чтобы стать успешным, чтобы не нуждаться. Обязательно, чтобы победить. Обязательно, чтобы победить всего лишь, скажем, нужду. Есть несколько вещей, которые не под контролем нами. Первый – это инстинкт. Инстинкт, она не под контролем человека. Вы хотите, не хотите, вы все равно, природа возьмется вверх. Как бы мы ни говорим с вами во многих вещах и так далее. Второе, одно из них – это нужда. Нужда все равно возьмется вверх. Нужда будет управлять нами. Если мы неправильно подойдем к нему, нужда управлять нами. Просто я обучаю не о деньгах, ребята. Многие люди думают, что как будто если что-то я обучаю, это якобы о деньгах. Нет, я не о деньгах рассказываю. Я рассказываю о том, как можно свою жизнь сделать богатым, как можно свою жизнь сделать шедевром, как сделать так, чтобы жизнь была насыщенная и необычная, интересная. Во всех параметрах. Она должна быть интересна во всех параметрах. Понимаете? Абсолютно и в духовной стороне, и в материальной стороне, и в душевной стороне. Жизнь должна быть интересная. Потому что мы с вами всего лишь имеем шанс каждую минуту своей жизни прожить один раз. У нас не дано возможности повторно прожить хотя бы долю секунд своей жизни. Поэтому каждую минуту своей жизни мы имеем право жить всего лишь один раз. Вот. В этом книге вот это 10 шагов, и в этом тренинге, который сейчас я буду рассказывать, сегодня вводный тренинг, сегодня не основной тренинг, вводный тренинг, в этом я внес, получается, то есть в этом вводном тренинге именно мой опыт, вот, через чего я прошел, через чего нам удалось с моими учениками пройти и так далее, я буду делиться с вами нашим опытом. Если это вам кому-то из вас принесет пользу, я буду очень счастлив, это очень хорошо. Берите самое полезное, то, что нужное, а все остальное забудьте. Берите то, что вам помогает, берите то, что вам действительно даст какую-то возможность, а все остальное забудьте. Если это помогает, надо взять и практиковать. А все остальное надо забыть. Хорошо, дорогие мои? Вот, поэтому, вот. Кого можно назвать миллионером? Многие люди думают, что это миллионер, это тот человек, который очень много денег имеет. И большинство людей думают, что якобы миллионеры – это люди, которые каждый день тратят деньги. Люди, которые миллионеры, они не каждый день тратят деньги. Это люди, которые умеют мыслить. Их мысли принесут миллионы пользы этому миру. Их идеи миллионам людям помогли. Вот кого точно можно сказать, что вот этот человек реально могут стать миллионером. Если его идея принесет большее количество людям пользы. Чем большее количество людям ваши мысли, ваши идеи, ваши стратегии будут полезны, тем больше вы, можно сказать, гарантированно становитесь богатым. Есть сейчас в данный момент, если вы в интернете посмотрите, где же дети, которые стали миллионерами. С 14 лет, 15 лет, 12 лет. Представляете, там ребенок, из которого девушка, по-моему, 12 или 14 лет, которая с Америки, она просто разработала конфет, который без сахара. То есть получается, что невредный конфет просто. И она этим стала миллионером. Парень там азиат, который там просто футболки разработал, который каждый человек может зайти, просто дизайн составить сам, как он хочет. Это для молодежи, для тех, которые ему нужны, то есть его возрасте, ровесники и так далее. И люди заходили эти футболки, сами делали дизайн. Там все размеры, все есть, которые им нравятся и которые они хотели.
А потом нажимали, заказывая вот эту футболку. Это парень просто печатал, изготавливали, отправляли эти футболки. И это происходит сейчас у нас на глазах. Эти люди, дети даже до 20 лет уже могут стать миллионерами. А почему? Потому что создают какую-то идею, которые могут принести огромную пользу большому количеству людей. Дорогие мои, постарайтесь быть учеником. А кто такой ученик? 3 вида ученики бывают. Вы знаете, за годы моей работы я встретился с 3 категории людей. Одна категория людей, которые приходили в тренинги или семинары, просто пытались доказать мне, что там, то есть они слушают внимательно, и потом, итога конца концов, они хотят проверить, мы действительно практики или шарлатанцы, или какие-то там, не знаю, кто-то еще. А потом они убеждаются, что все нормально, надо лучше учиться и уйдет. Вторая категория приходит, они знают ответы на свои вопросы, у них есть хорошие знания, они очень много учились, много читали, но они не уверены в себе, не уверены в своих идеях, не уверены в своих стратегиях. Они приходят, мне иногда задают вопрос, что наставник, скажите, пожалуйста, вот у меня такой план, я правильно ли делаю? А если я скажу, что я привожу доводы, я привожу доказательства, показываю статистику или покажу какие-то алгоритмы реализации этой идеи, они успокоятся и идут и делают. А есть третья категория, это самые лучшие ученики. Это третья категория, я их называю реальные ученики. Знаете, какие люди? Вот, это люди, которые, можно сказать, придут к нам, это люди, которые приходят к нам реально с ожиданием, чтобы получать что-то. Это похоже, что вы жаркий день, вы хотите что-то пить, очень-очень жарко, и вам дают воду, а вы возьмете с наслаждением, пьете эту воду. Вот этого называют, это реально называют, то есть получается, что этот человек берет воду и просто пьет воду. Он же не анализирует, он же не говорит, кто привез эту воду, на какие машине, что было, как было. Он просто берет с радостью, с удовольствием пьет эту воду. Вот это настоящие ученики. Я хочу сказать, что вы из этой встречи берите максимум. Максимум берите, пожалуйста, для себя так. В водной встрече я рассказываю о том, что 10 шагов, которые реально приведут человеку, могут помочь стать миллионером не за один день. То есть получается, что соблюдая эти 10 шагов, при правильном применении этих 10 шагов, любой человек со временем может стать миллионером. Абсолютно любой человек. Это хоть верите или нет, это абсолютно любому человеку есть возможность действительно стать миллионером. Главное, чтобы он это осознал, главное, что он это понимал, главное, самое важное, он это хотел и верил. Уловили? Главное, что он этого хотел и верил. Внимание обратите. Я уверен, что большинство из вас мечтает быть успешными. Никто не рождается. Я ни разу не видел ни одного ребенка, который сказал бы, я мечтаю стать неудачником. Я ни разу не видел человека, который родился с такой надеждой, что, ой, Господи, сделай мне так, чтобы я был в долгах. Но, к сожалению, в взрослой жизни большинство людей в эти трудности попадает. К сожалению, это так. Хотя они не хотят там попасть в долгах и так далее, но, к сожалению, так и происходит. Поэтому, родные мои, очень-очень важный момент. Если вы действительно хотите прожить успешную жизнь, вам нужно просто эти шаги соблюдать и брать примеры, вам они помогут. Я рассказывать буду из тех шагов, которые я сам делал, которые мне помогли в свое время. Самый первый шаг, вам нужна причина. Ребята, еще раз повторю, это водная встреча. Но я сейчас буду рассказывать о том, где-то в районе 15%, 20% из того, то, что будут тренинги. Если вы концентрацию внимания держите и усваиваете, берете для себя полезность, это будет очень хорошо. Самый первый шаг – это причина. Почему нужна внутренняя причина? Если у вас есть причина, почему вы хотите стать богатым, тогда это дает вам внутренняя сила. Тогда это вам дает внутренняя мотивация. Мотивация бывает 2 вида. Один вид – это внешняя, второй вид – внутренняя мотивация. Вот эта внутренняя мотивация, она формируется, если у вас есть причина. И знаете, когда у вас есть причина, это помогает вам не сдаваться при любом ситуации. Мы же с вами понимаем, что легкие пути не бывает к успеху. Мы же с вами понимаем, что нам придется преодолеть определенные трудности, чтобы стать успешными. Мы же с вами понимаем, что мы все равно просто так, само собой, не можем стать успешными. Придется. Любой успех – это преодоление
и решение определенной проблемы. Абсолютно любой успех. Если вы посмотрите жизнь успешных людей, каждый из них какую-то проблему решал. То есть он нашел какую-то боль у потребителя и смог решать эту боль. Теперь, когда у вас будет внутренняя причина, это означает, что вы не сдаетесь. Почему? Потому что на пути к успеху у вас будет много-много нагрузка. Например, работать под влиянием конкурентов, работать под влиянием инфляции, работать, когда, знаете, вы нанимаете людей, они подводят вас, вы создадите продукт, она иногда не востребован, вы попытаетесь продвигать услугу или продукт и так далее, не всегда будет это все получаться у вас хорошо. 80% вашей идеи не будут работать. Почти 80% ваших продуктов не будут востребованы. 80% ваших действий, они не дают тот результат, который вы ожидаете. И тогда вы будете сталкиваться с таким вещам, которые эмоционально будут влиять на вас очень сильно. Все будут завалиться на вас в один момент очень много, подряд. Иногда порой пришла беда, открывай ворота. А когда у вас будут причины, почему вы хотите быть богатым, это позволит вам преодолеть все эти трудности. Нужна сильная причина. Очень сильная причина. Вот. Теперь внимание, братья. Я анализирую свой путь и анализирую жизнь многих успешных людей. Я себя не считаю очень успешным, но в своем уровне я успешный человек. Вы даже представления не имеете, из какого села я вырос. Вы даже представления не имеете, точка старта у меня какой был. Я не знал языка, я не знал никого. Когда приехал в городах, понимаете, я очень много времени потратил на то, чтобы просто понять элементарные вещи, простые вещи, как, например, работает делопроизводство, как структура формируется в обычных организациях. Языка не знал, до сих пор даже нормально не разговариваю идеально на русском языке. Не были никакие связи, не были никакие отношения, понимаете, никакой фундамента не было. Никакие ресурсы, никакие деньги и так далее. У меня больше 10 лет ушло на это. Больше 10 лет ушло, почти 12 лет, возможно 15 лет ушло на то, чтобы только просто элементарные вещи понять и создать для себя как эту атмосферу. Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем я тут рассказываю. Поэтому, дорогие мои, самое первое, что вам будет необходимо, это причина. Зачем вы хотите быть успешным? Почему вы решили стать успешным? Вот это очень-очень самая важная вещь. У меня было несколько причин, я расскажу по поводу своей причины, а ваши не знаю, вы для себя сами знаете, какой, например, да. Первая причина, которая у меня был, это я не мог учиться. Я приехал в город, 3 вуза бросил. Я в школе учился очень отличником, но итог от того, что я не мог 3 вуза бросил, это меня задело очень сильно. Это реально было очень больно. 3 вуза стал студентом, потом я не мог учиться. Представьте на минуту, твоя жизнь еще не началась, и как будто у тебя конца. И не видно никакой светлой будущее. И никуда пойти, ни у кого спросить, и ни с кем посоветоваться. Я был такой сломанный, внутри такой духом сломанный, как будто моя жизнь была вот на грани полностью краха и так далее. Я это никогда не забуду. Вот это было одно из самых сильных эмоциональных ударов моей собственной жизни. И тогда я понял, что маловато быть хорошим человеком, маловато быть умным, маловато быть образованным, если ты не можешь реализовать себя в жизни. Я тогда очень хорошо понял, что необходимо как-то-нибудь себя реализовать. Если у тебя нет денег, если у тебя нет возможности, если ты не можешь реализовать себя, маловато быть добрым человеком даже. Даже ты эту доброту не можешь проявлять. Вот тогда это очень хорошо понял. Второе это было, что я очень потом... Тогда у меня формировалась сильная мечта стать богатым. Стать богатым по-настоящему, чтобы самому не нуждаться и помогать своим детям, помогать своим родным, помогать свою страну. То есть богатым не в том смысле, что просто иметь немножко денег. Богатым по-настоящему во всех параметрах жизни. И духовно, и материально, и так далее. Вы согласны со мной, что чтобы быть по-настоящему тоже духовным человеком, вам нужны будут эти деньги. Вы каждый день можете делать больше добро, если они у вас есть. А если их у вас нет, очень трудно. Это на самом деле очень трудно. Следующая вещь, это у меня тоже были мечты такие, как у вас, объездить весь мир.
Я очень хотел объездить весь мир. И следующая, самая большая причина была это то, что мой народ прожил гражданскую войну, было очень много трудностей, очень много боли, очень много страданий. И я так хотел быть полезным своему народу, что-то сделать, хоть какой-то небольшой вклад внести в развитие этой страны, в развитие этой культуры и так далее, и так далее. И это все меня всегда мотивировало. А когда ты можешь кому-то помочь, когда ты сам можешь что-то реально сделать, то есть я имею в виду, когда что-то ты добился, и ты вышел за пределы собственной нужды. Пожалуйста, внимание обратите. Когда вы можете для других быть полезным, когда вы можете победить свои нужды и видите за пределы собственной нужды. Понимаете? Задавайте себе такой вопрос. Чем вы можете гордиться в своей жизни? Просто задавайте себе этот вопрос. Есть чему-то, чем вы можете гордиться в своей жизни? А теперь, все то, что от вас могут отнимать, все то, что от вас могут забрать, этим не стоит гордиться. Я однажды одному человеку задал этот вопрос. Он был экс-министром. Он просто иногда бывает, что иногда некоторые люди, иногда смешки или как там сказать, вот подвохный вот такой, придираться что ли, или как-то так. Я помню, мы сидели в одном кругом за столом, и кто-то меня познакомил, а там были много депутатов, разные бывшие экс-министры и так далее. И потом кто-то сказал, познакомьтесь с Давлатов, он проводит тренинги, семинары, обучает и так далее. Потом как-то вот сидим, и он начал мне, как сказать, приставать. Начал говорить, разве вот эти тренинги помогают? Мне кажется, что это все пусто тратят деньги, время и так далее. Но если среди ваших учеников, что кто-то что-то добился, в общем, я смотрю, я один раз ему вежливо ответил, 2 раза вежливо ответил, я смотрю, он продолжает. А там же перед людьми мне стало неудобно. Потом я ему повернулся и задал такой вопрос. Я ему сказал, можно спросить, а подскажите, пожалуйста, чему вы можете гордиться в своей жизни? Он сказал, я министром стал, я детей вырастил, и дом построил, я свои мечты реализовал. Я сказал, это всего? Вы стали министром, потому что вы мечтали этим стать. Ну ладно, это ваша должность. И что? И что? И дом построили для себя, ну и что? Каждая крыса даже дом строит себе, каждая птица дом строит себе, гнездо строит, да? Каждая птица способен это делать, каждая крыса способен это делать. И что, вы считаете это предметом гордости? Я просто задал напрямую вопрос. Я сказал, и что? Детей выросли? Каждая кошка рожает намного больше, чем вы. Каждая кошка может в год иногда 2-3 раза рожать по 5-10 детей. И что, вы это считаете гордостью? И вы даже представили, вы посмотрели на его лицо. Я сказал, вы скажите, пожалуйста, народ доверял вам пост министра, что вы сделали больше, чем другие министры? Что вы сделали для других? А вот это, то, что остается на веках, вот этого можно назвать гордостью. Я этого понимаю, служение Богу и служение народу. А то, что просто это ваш пост, или это просто вы себе дом построили, машину купили, детей, и что, это способен делать даже животные. И этим что я хочу сказать, дорогие мои? Задавайте себе такой вопрос. Чем вы можете гордиться в своей жизни? И помните, все то, что от вас могут отнимать, и все то, что от вас могут забрать, и все то, что вы можете потерять, она не является гордостью. Гордостью могут быть что-то, то, что вы сделали ценное, духовное, чего-то полезное для общества. И вот она остается на веках. Поэтому следующая вещь, причина. Я рассказываю вам по те причине, которые внутри меня вдохновили меня преодолеть этот путь от самого глубины по чуть-чуть, и ближе к успеху и к вершине. Следующая вещь – это наследие. Задавайте себе вопрос, что вы хотите оставить после себя. Это вопрос очень важный. Задавайте его, пока у вас есть еще время. Задавайте этот вопрос, пока у вас есть шанс. Задавайте этот вопрос сегодня, не когда вы уже на адрес смерти находитесь. Нет, когда вам 85 или 90 лет, когда у вас нет шанса ничего изменить. Задавайте этот вопрос себе сегодня.
Второй важный вопрос, который вы должны разбудить в себе причину, именно могут быть этим. Напишите себе хотя бы 3 или 5 или 10 вещей, которые вы хотите оставить после себя. Это сильно вдохновляет вас, это сильно могут помочь вам. Я лично так и делаю. Я написал себе, что я хочу оставить после себя. Их 12 вещей. И я работаю над этим, чтобы их оставить после себя. Одну из них я хочу оставить 100 компаний хочу оставить. Второе, хочу оставить 50 книг. Хотя бы там хочу оставить хороший благотворительный фонд. Хотя бы десятка школ. 100 таких дом знаний хотя бы ставить. Как Хоней Дониш, который построил в Таджикистане. Там, их хочу сделать 100 и так далее. Хочу оставить 100 хороших учеников, миллионеров. Я работаю над этим. Это меня мотивирует, вдохновляет, не знаю. У каждого человека есть свои ценности. Для меня вот это ценно. Если вы найдете, что вы хотите ставить после себя, это могут стать сильной причиной, которая мотивирует вас, понимаете? Вдохновляет вас. И я хочу оставить после себя 1 миллион дерева. Это очень, думаю, что полезное дело. Почему бы нет? Лучше жизнь потратить на что-то хорошее. Все равно жизнь пройдет. Третья вещь, которая разбудит у вас очень сильные причины и так далее, заставляет, постоянно спрашивайте себе, на что вы хотите оставить, то есть на что вы хотите потратить свою жизнь. Тоже спросите себя об этом. И это тоже вам поможет. Очень сильно поможет. И еще одна причина могут быть ваши дети. Я хочу оставить после себя 15 детей. Сейчас у меня 9 детей. Я очень хороший отец. У меня прекрасные дети. Я люблю своих детей. И хочу, чтобы их будущее было еще лучше. Но это не означает, что когда мы говорим, что мы хотим, чтобы нашим детям было лучше, это не означает, что они должны лежать на диван, смотреть только на потолок. Нет. Я лично мечтаю о том, что мои дети добились большего по сравнению меня 100-кратно. Потому что для них, по крайней мере, какой-то фундамент я хочу создать, чтобы дальше они продолжали. Я почему это все рассказывал вам? Нужна вам причина. Вы не можете стать миллионером, если нет сильной причины. Сильная причина, которая больше имеет значение, больше мотивирует, больше вдохновляет вас по сравнению те барьеры, которые вы сталкиваетесь, по сравнению те трудности, которые вы сталкиваетесь. Проблем очень много. Проблемы будут много, я это знаю. Вы прекрасно знаете проблемы, сколько будут. Так? Поэтому, но когда вы четко понимаете ценности, то есть конечный путь, зачем вы это делаете, это вас не остановит. Вы будете продолжать. Я уверен, что вы понимаете меня, о чем я говорю. Значит, первая вещь – это причина. Вторая важная вещь.